Ну все, упаковал все вещи. Все есть. Все поместилось. Остальное в багажнике. Ну все, ребята, все вещи упаковал. Сейчас заправку поеду и в добрый путь. Ну все, заправился, полный бак на 413 километров хватит. Все, поехали. Ну что, я подъехал в зоопарк Артодойду. Вот, сделаю небольшой перерыв, сделаю, так сказать, перекус. И немного вам покажу, как здесь выглядит зоопарк. То есть внутрь, конечно, не зайду. Это в следующий раз обзор сделаю на этот зоопарк. Я думаю, вам очень понравится. Получается, здесь парковка машин, соответственно, сам зоопарк. Также с той стороны у нас есть для тех людей, кто не в курсе. Помните, в парке культуры и отдыха в городе Якутске стояло колесо, аттракцион. Так как он был старый, признан старым уже, решили заменить кольцо, и старые демонтировали и привезли сюда. Теперь здесь люди катаются. Вот такая история. Кстати, я на той стороне ни разу не был, я даже не знаю, что там находится. Давайте пройдемся немного, посмотрим, так скажем, освежим память. Так, там вижу кафешки. Скорее всего, здесь просто зона отдыха, перекуса, ну и просто покатушек на кольце. Ладно, я туда не буду идти. Так, ну что, всем привет.
У нас где-то до переправы осталось 50 километров. Вот. И сейчас перекушу и поедем дальше. Все. Ребята, я перекусил. Хочу вам сказать одно. Так как в салоне машины у меня держатель только под навигатор, я видео не могу снимать с салона. Хотя я очень планировал рассказывать вам что-нибудь по вовремя езды или общаться с вами, да. Но так как я руку сломал, и у меня сейчас рука мало двигается, но сейчас освободил, чтобы перед вами более-менее в визуальном виде быть. Езжу я и хожу в повязке, поэтому вожу только одной рукой. Соответственно, не могу держать одной рукой хотя бы сотовый, чтобы с вами общаться и чтобы рассказывать. Но я нашел решение. Знаете какое? Я буду вот во время остановки где-нибудь, да, в каких-нибудь красивых локациях и так далее, что-нибудь вам рассказывать, в общем, чтобы какая-то обратная связь и рассказы были. Ну все, спасибо, что вы со мной. Едем дальше. Следующий наш путь — это переправа. Ребят, хочу вам сказать про одну штуку. Я, получается, в эту поездку поехал один. Всю жизнь вообще ездил я с кем-то в путешествии, да. Мне интересно стало, почему в одно не поехать, хотя были желающие вот составить мне компанию поехать в этот мини-трип. Мне кажется, знаете, в одного поехать, путешествовать маленький, хоть это и путешествие можно назвать или нет, маленький трип, и это и точно есть. Как это в одного? Вот поэтому в начале пути мне интересно, вот, пока вижу только одни плюсы, потому что, во-первых, это ни от кого не зависишь, во-вторых, ты никого не останавливаешь, не задерживаешь, и тебя они не задерживают. Вот. И в-третьих, сам по себе свобода полностью. Поэтому мне кажется, здесь одни плюсы. Все, ребят, я поехал. Ребят, тут такое интересное место есть, хочу рассказать. Сзади меня, видите, вот пост ГАИ, да, ГИБДД. Получается, здесь своя история, если я в интернете читал. Говорят, здесь такая история, что по ночам через эту дорогу, через пост ГАИ, переходит призрак девушки, по-моему. Я точно не помню, но что-то такое было. В общем, показываю, как есть. Вот и приехали на переправу. Спуск такой крутой, очень опасно. Какая-то лодка стоит. Ну вот я и приехал до переправы Махсаваллах. Лодка, говорят, только что уплыла, не успел. Прям где-то 10 минут назад, 15 минут. Придется ждать. Но смотрите, здесь как красиво, прям мини-маленькие ленские столбы. Шутка. Красиво, правда? Вот, поэтому придется ждать. Что еще делать? Примерно час, наверное, точно придется ждать. Может даже больше, 2 часа. От часа до 2. Потому что там же они приплывают, отплывают, то есть с того берега по заполнению машинами. Вон, видимо, уже плывет.
Поэтому ждать осталось немного. Смотрите здесь, как красиво. Это переправа Махсавалах. Жду не дождусь побыстрее бы переправиться на тот берег, и у нас трип начнется. Сначала Булус, потом Турухая и Корулур. Здесь, как заметили, мало машин, нежели чем на той городской переправе. Поэтому очень быстро. Очень быстро, и, как видите, очереди вообще нету. Смотрите, вообще машин нету. Вместе со мной здесь только 2 больших грузных и 2 легковушки. Ну, 1 микроавтобус. Ну вот и отплыли. Все. Все, ребята, плывем, скоро будем. Какая красота, да, сзади. Да, четко все. Вроде как красиво. Четко. Четко. Скоро доплывем. Заедем в Булус. Потом Турухая. И все. Корулур мы завтра поедем. Сейчас телефон уроню и без телефона останусь. Наверное, люди спросят, сколько стоит переправа. Вот, те, кто мало плавает, в том числе как я, стоит с машины 500 рублей. Если бы с человека брали, я не знаю, так как у меня пассажира нету, не могу сказать. Но 500 рублей если с человека. Ну, это вообще нормально. Так, и какие еще расходы предстоят? Впереди меня ждет, получается, переправа туда и обратно. Это по 500 тысяч рублей получается. Бензин, ну, по бензину потом просчитаемся, посмотрим. Я пока залил в бак 1500 рублей. Вот, и что там? Вход. За каждый вход надо будет оплачивать. Это, во-первых, в Булус, наверное, 200 рублей с человека. Затем Турухая тоже 200 рублей. Хотя там, кстати, замечание. Раньше было бесплатно, там не было никого. Можно было просто заехать и посмотреть на место, полюбоваться видами. Но, видите, умные люди взяли, видимо, под аренду и берут аренду за вход билеты. 200 рублей человека. И третий вход это у нас будет Корулур, Курулюр, тоже 200 рублей с человека. Соответственно, у нас расходы 600 рублей чисто на входы. Вот. Ну, как-то так. Все, подплываем, открыли ворота. Все,
что я иду в машину, сейчас будем выезжать. Красиво, а? Красота, смотрите, как красиво. Это якутские каньоны, друзья. Сейчас я выйду и все вам покажу, как есть. Небольшие фотосессии сделаем, видео. Все будет четко. Смотрите, якутский каньон, вот это я называю четкое место. Здесь реально красивое место, как видите, это прям каньон какой-то якутский, да? Я думаю, очень многим понравилось это место. И обязательно, когда посетите Булус, приходите в это место, смотрите. Красиво, да? Мне тоже нравится, как и вам. Какой здесь воздух классный, какая природа. Я сейчас сзади покажу план, еще здесь гористая местность, и леса. Дорога, вообще красота такая, здорово. Взять бы сейчас, кстати, идея. Сейчас я дрон вытащу и буду снимать здесь. Будут очень классные снимки и видео. Хорошо, давайте попробуем. Идея. Поехали. Едем по федеральной дороге. Дорога здесь классная, ровная. Ну все, вот приехали, Булус, 300 метров. Ну все, ребята, вот мы и приехали в Булус. Здесь вроде будни, да, но все равно людей очень много, машин тоже много. Это сторожевой дом,
дом администрации. Спереди вход получается. И сама касса. А здесь парковка машин. Вот смотрите, сколько людей сейчас в данное время. Людей хватает. И самое интересное, знаете, что я хочу заметить? Здесь комаров абсолютно нету. Только оводы. И то оводы, они только когда ты возле машины или внутри машины залетают, пытаются кусать и так далее. А как выходишь за периметр машины, здесь вообще нету. Круто. Ну все, погнали. Посмотрим, что и как там. Я люблю блуз. Здесь, по идее, надо сфоткаться. Так, вход, как я уже говорил ранее, здесь стоит 200 рублей. В принципе, как и везде. Ну все, давайте пройдем. Здесь у нас туристический комплекс Булус. Режим работы с 9 до 8 без выходных. Взрослые 200, детский 100. Ну все. Ребята, я сейчас в кассу пройду, оплачу, но я их не буду снимать. Это запрещено. Ну, как мы заходим, видим, что, да, здесь у нас столики. Давайте все посмотрим, как есть. Как классно, еще раз повторю, комаров нету, оводы только где машины, все. Вообще абсолютно ничего, никаких насекомых. Я обожаю вот такую атмосферу, когда ничего не мешает. Абсолютно. Так. Ну все, сейчас я прекращу съемки, когда идем до спуска к Булусу самому. Там и съемку начну. Все, погнали. Хотя, ребята, чего стесняться, да? Надо снимать как прогулку по городу. Я же снимал. Также надо снимать и сам Булус. Все как вы своими глазами, как будто видите и сами здесь оказались. Все, идем. Смотрите, с левой стороны там спуск, горы видны. Может, посмотрим? Пойдем. Пойдем посмотрим. Да. Это называется спойлер. Жесткий спойлер. Показать сам Булус до того момента, как спуститься. Так что заспойлерил, ребята. Простите, пожалуйста. Но смотрите, какая красота. Вы представляете, ребята, сейчас где-то плюс 25 градусов за окном на улице. И за спиной, смотрите, в такой солнечный, теплый день лед. Представляете? Все, погнали, хватит рассказывать что-то сказки. Прикольные беседки, теремки. Эти теремки мне напоминают детство, пионерский лагерь. Все такое. Эх, 90-е. Ну все, мы к самому спуску подошли. Отсюда начинается спуск к Булусу. Так что все, идем за мной.
Классно. Я здесь второй раз в жизни. Так, люди здесь фотографируются. Подождем или пойдем дальше? Раз, два, три. Подождем дальше. Чё? Смотри. Слышите звуки? Маленькие водопады. Так, надо на ступеньки смотреть, как бы не упасть. Не хватало, чтобы еще упасть. Лестница тут здесь такая, знаете, с дырочками между. Можно ногу так. Или вот сюда. И вот так как-то с боком спускаться и провалиться можно. Опасно. Это единственное замечание пока что. Ну все, идем дальше. Как видим, здесь водопад есть. Как водопад. Такой ручеек маленький. Смотрите. Классно, да? Круто. Ну все, погнали дальше. Помоешься, Нет, покушаешь, потом обратно. нет. Я могу там помыться и покушать. Красота. Красота. Ну все, погнали. Ну вот мы и на месте, ребят. Да. Круто. Интересно, а длина здесь как? Да, так-то длинный. Ну все, погнали. Хорошо, что я в кроссовках, в тапочках был бы, замерз бы, наверное. Все-таки. Вот знаете, первое чувство, как я наступил на лед. В общем, здорово, да, ребята? Знаете, вот первое ощущение, вот как я по снегу иду, у меня ощущения такие, что чувствуется вот прохлада. Реальная прохлада. Знаете, вообще освежает реально. Я в машине вообще прожарился от духоты. На улице тоже тепло. Солнце светит, прям загораешь. А здесь прямо освежает реально. Кайф. А, смотрите, вот этот ручеек и сюда бежит. Видите, оттуда. В общем, комментировать не буду. Слушайте звуки природы и кайфуйте. Будто сами тут гуляете.
Кайф, 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 кайф. Так, как здесь мне пройти? Сейчас упаду со сломанной рукой. Сломаю еще раз. Шутка. Прикрепил. Кайф. Так, ребята, здесь где-то должно быть дальше, по-моему, я помню. Были такие места, что внутрь заходишь вот под этот лед. Там, где ручеек лежит. Сейчас найдем. Прикиньте, сейчас здесь провалится, да? Чего? Ой, ой. Опа. Классно. Так, что-то я не могу найти ямки, куда можно нырнуть. Вот есть какое-то место. Не знаю, люди вроде тоже ищут. Да, говорят, вода ледяная. Вода ледяная. Опа, вот вода и зашла. Вот вода и зашла. Короче, этот ногу в воду сунул. Охладился, освежает. Так, тут что-то страхово, конечно, я не буду наступать. Можно было бы спуститься и вот туда подойти, но я боюсь, я провалюсь туда. Видите, какая там яма? Опасно. Да, глубоко там. Поехали. Да, опасно, тут провалиться можно. По течению. Очень опасно. Что там оказывается? Реально, провалиться можно. Да, туда и не выберешься. И отсюда посмотрите, так страшно там. Там вот так прям. Может, там кто-то уже проваливал. Ну, как-то так, ребята. Вот такой вот обзор, прогулочка по Булусу. Все для вас, только для вас. Ну все, ребята, я прогулку заканчиваю, буду снимать видео, переходы всякие, чтобы интересное видео выглядело. Все.
Ребята, я хочу кое-что вам рассказать. Здесь есть такие, как сказать, такие льдины, которые открытые, да? Внутрь них заходишь, и вон с той стороны есть, и там. Но к ним подойти невозможно, потому что в этом году это невозможно. В предыдущие годы, вот когда я первый раз был здесь, там возможно было такое сделать. Вот там большие пространства были. Сейчас этого нету. Соответственно, очень опасно внутрь заходить. И вообще невозможно, там вода и так далее. А есть такие вот, ну, как бы сверху можно пройтись, но очень опасно, там потолок у них очень тонкий, и, соответственно, можно провалиться. Вот я только что чуть не провалился, и я дальше не стал рисковать. Вот. Ну, как-то так. Ну, хотя бы в таком виде посмотреть тоже прикольно, да, согласитесь? Воу, чуть не упал. Это реально красота здесь, смотрите, вообще красиво. Супер. Вообще четко. Самое лучшее место. И это, прикиньте, это всего лишь в рамках города получается. Ну, не в рамках города, ну, рядом от города. Это сколько там? 150 километров, по-моему, максимум. 120 может. Я точные данные потом в конце видео скажу, но это совсем рядом, совсем близко. Нужно всем сюда приезжать, в Булус, Турухая, Корулур, Курулюр. В общем, сейчас будет дрон, вы посмотрите все еще раз сверху, и мы поедем дальше. Все. Ну что, ребята,
Вот мы в Булусе потусовались. Я думаю, вам очень понравилось. Мы так же, как и мне. Надеюсь, я показал полностью в виде прогулки и частями тоже, и пролетами Булус. И вам все реально понравилось. Ну а я еду дальше. Сегодня у нас Турухая. А затем я вернусь обратно сюда. И у охраны, получается, палатку, кемпинг сделаю и остановлюсь на ночевку. А с утра я поеду в Курулюр. Ну все. Что, ребята, вот и все. Прогулка по Булусу закончилась. Великая красота. Класс. Ну все, с охранником договорился о ночевке здесь. Кемпинг открою. Вот сказали туда заехать, к домам ближе и с видом, короче, на речку, на Булус, да, палатку поставлю и будет вообще кайф. Все, я палатку свою поставил здесь. Со сторожем договорился переночевать. В 16 году здесь останавливался. Тоже здесь ночевал. Палатку стандартно ставлю перед самым Булусом, чтобы засыпать с Булусом и просыпаться с видом на прекрасный Булус. Получается, у меня вход в палатку здесь. Открываю, захожу. И с открытой палатки вижу вот такой вот видок классный. Красота, да, правда? И просыпаюсь также с таким видом. Крутым. Что, ребята, давайте пойдем погуляем. Все равно под вечер здесь то остается только гулять вдоволь, когда как все остальные платят, заходят, смотрят, едут дальше, а я здесь тусуюсь, так скажем, нон-стоп, безлимитно, хоть целый вечер, весь вечер, вы представляете, ребята, весь вечер Булус только мой, никого нету, только я. Это вообще, вы представляете, вы представьте сами себя только. Вот представив только это, вы поймете, какой кайф здесь в одного. Это стоит того. А я сижу здесь и кайфую. Смотрю на вид на Булус. И супер. Здесь воздух классный. Мысли такие свежие становятся. Сознание открывается. О том и сём думаешь, о жизни и так далее. Кайф. Слышите эти звуки? Вы просто прислушайтесь. Птички поют, звуки шелест деревьев, звуки ручья. Кайф. Хаски. Тетя Кружки, чем занимаетесь?
Красавчики. Красавчики. Давайте я с вами потусуюсь. Давай, пойдем погуляем. Чукулушка маленький. Чё ты? Дышит он. Эй, ты чё нашел там, кушаешь? Волки. Волки Булуса. Писает он. Вы чё там гадите? А? Чё гадишь? Вы слышали? Эти звуки, кто-то ходит. Слышите, кто-то кричит. Расслабьтесь, ребята. На самом деле я только лег спать. До часу ночи со сторожем общались. Душа в душу. Очень интересный, классный человек. Также с ним я с ним познакомился еще в 16 году. Сегодня продолжил общение. В общем, все супер. Всем добрых снов. Завтра у нас ждет Турухаяя и Курилюр. Все будет круто, ребята. Все для вас. Все. Ну все, недавно проснулся. Сейчас пойду умываться чистой водой Булус. Всем доброе утро, ребята. Я проснулся недавно, вещи все собрал, палатку собрал. И сейчас спускаюсь по этой красивой лестнице к ручейку и буду умываться чистой водой Булус. Знаете, ребята, и после этого хочу заметить, что вечером и сейчас вообще никого нет. Я единственный посетитель во всем Булусе. И это, знаете, вообще классно. Ну смотрите, сколько здесь красоты. Самое главное, здесь никого нету. Это вообще кайф. Я, походу, совсем безумный интроверт стал. Ладно, ребята, спускаемся. Вода вообще ледяная и очень чистая, прозрачная, все видно. Жестко прохладно. Холодно, реально. Холодно, реально.
чей-то вертолет летает над Булусом. Крутые, а? Тоже так хочу? Но нет, ребята, мы с вами уже летает. Какой-нибудь богатенький. Летает. Давайте еще раз снимем его. Он совсем рядом. Чей вертолет, интересно? Ну все, ребята, вещи все собрал, еду дальше. Поэтому мы прощаемся с Булусом, говорим спасибо. Спасибо, Булус. И да, я люблю тебя, Булус. Ну все, поехали. Спасибо, Булус, за гостеприимство.